удостоена Петрова Любовь Алексеевна. Медаль Гуршаева. Талантливая поэтесса, очень активная, верная, преданная. И красивая женщина. И красивая женщина, да. Женщины все красивые, тем более писать и поэты. Благодарю, Михаил Николаевич. Вот эта награда, она значимая для меня. Почему? Потому что Роза Ивановна – это мой наставник, мой добрый друг. Благодаря Розе Ивановне я сейчас, вот в данное время, являюсь куратором студии «Говорящее перо». Она привела меня к детям. Я стала участвовать в конкурсах, членом жюри, председателем жюри. В общем, я очень благодарна этому человеку. И вот в это непростое время, да, нам очень, конечно, не хватает Розы Ивановны. Она очень миролюбивый, добрый человек была. И мне кажется, мы все должны быть едины. Сейчас особенно, да? И наше творчество должно поднимать народ, должно укреплять нас, нашу дружбу, наше единение. Благодарю. Дорогие друзья, к нам, уважая писателей, наш союз писателей, пришли очень активные общественные деятели, которые живут в нашей республике. И вот мы их хотим поздравить, поблагодарить благодарственным письмом. Первое, вот такие благодарственные письма у нас есть. Тавжирове, Тивашла, Сен-Малдан, Тавжирове, Севаш Республикин писательном союзе, Галина Михайловна Григорьева, Альбегене, Тван Тивашхалаген, Асада Цапли, Эткерни Упрас, Насти культурные, литературные, адалдара, слепузик синизм думажен, Тивашла Шадыр Миганми, Тароштажан, Тав Силибети Слави. Айбеге, в переводе на русский язык, как будет Айбеге? Кто знает? Правильно. Айбеге – красавица, которая покровительствует у нас. Так-то. Да, большое спасибо. Михаил Николаевич для меня является не только наставником по жизни, еще и как действительно заменяет отца. Благодаря ему мой взгляд на жизнь изменился. Я ему очень благодарна. И, Михаил Николаевич, всегда будем стараться помогать и на благо нашего чувашского народа, и на всех народов, живущих на территории нашей республики. Спасибо. Нам пришел на наш съезд наш давний друг, атаман Казахского культурного центра Чувашской республики, заслуженный художник Чувашской республики, почетный гражданин города Чебоксары и города Алатыря, Валерий Константинович Бабков. Валерий Константинович, прошу. Казаки очень много добрых дел делают для развития нашей республики, для того, чтобы имя нашей республики звучало гордо и красиво по всему миру. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Уважаемые наша интеллигенция республики, писатели, я всегда с трепетом отношусь к вашей профессии. Хочу пару слов сказать. Приволжский казачий округ, к которому мы относимся, относится к Великому войску Донскому. Сейчас идут боевые действия в Луганске и Донецке. Это два наших округа, которые входят во Всевеликое войско Донское. Мы, наш округ, находимся в резерве пока. Значит, в свое время, за 2015-2017 году, мы делали концерты и помогали реабилитационным центрам. Это в порядке немалые деньги, более 800 тысяч рублей. Значит, где мы в Чебоксарах
а давали концерты с учетом своих ансамблей выращенных. Вот у нас гвардейский казачий ансамбль «Раздолица», танцевальный ансамбль «Станица», значит, вот, детский ансамбль «Казачата», значит, и эти деньги отвезли непосредственно в репрессионные центры. Иван Михайлович Иванов, талантливый писатель, ректор Новочебоксарской академии. Постараюсь оправдать ваше доверие. Спасибо. Спасибо. Удивительно, чтобы все поняли, я скажу. Сама писатель. Я однажды, когда была в Союзе писателей, увидела книгу Михаила Николаевича, почему эти книги лежат. Я говорю, вот я стараюсь, чтобы эти книги дошли до школ. А можно, говорит, мне подарить эти книги моей родной школе? Можно, говорю. Вот, говорит, я принес специально 20 000 рублей, на 20 000 рублей подарим эти книги, которые лежат в Союзе писателей, моей родной школе. И подарили. Так были рады в школе. Эту школу, если эта школа выживет, мы когда-нибудь назовем имени Надежды Павловны Красновой. Людмила Геннадьевна Константинова, тебе с Люси. Активная наша поэтесса, которая своими стихами сделала одного международного писателя. Поняли смысл? И один так еле-еле пишущий человек, используя ее стихи, стал даже народным писателем и поэтом. Озвучьте кто? Петипусык Тавдавуш, Мана Жагымбек Каламбанышын, Михаил Николаевич Петипусык Тав, Мана Жагымда писательдің союсыне дежиннышын, Ховорушкана илнышын, Питен темчекіндегі Михаил Николаевич Каларма болышы, Петипусык Тав зейлі. Малашнеде Жагымбекінде тұрышта шлеме сымақ парадым, Хамын Пырсыва боласы барашын. Ебір чуваш ширав жезем, ебір чуваш ширав жезем, чынны бехте ішчен жынзем, ебір вірле ғурчызем, пуштарат пыр сіткензем, илем, сынар жырат пыр, ана шырза ғурат пыр. Ебір чуваш ширав жезем, пурде маттур хастар жынзем, тыван халыға жезем, ана саваган жынзем, сава юры ғыват пыр, юма халап шырат пыр. Ебір чуваш ширав жезем, Иван Яковлевич тунарызем, хитресі махос тезем, пурнышричын ысчақсем, малашлыға бұғатпыр, туласлыға бұратпыр. Ебір чаваш шырав жезем, Кішкенти Васильевич қунавызем, авал генетіп чезе, ела ерге верензе, чыргеміре мұқтатпыр, чавашлыға ұпыратпыр. Макен Ермак, на самом деле, наш предок из деревни Ермак Маргаузского района Чувашской республики. Это доказано, документально доказано, что он и именем его, даже село называется в Маргаузском районе. Если кто интересует, мы можем туда экскурсию организовать. У нас к нам сегодня пришел на свет очень интересный человек, талантливый режиссер, который сейчас работает над созданием фильма на тему жизни чувашского народа. Это Марат Викторович Никитин. Очень дружелюбный ко всем писателям. Я очень рад, что могу сегодня вручить благодарственное письмо Марату. Спасибо большое. Вот, и парочку слов хотел сказать. Всегда завидовал все-таки писателям, такой белой завистью хорошей. То есть
Понятно, что нужен талант, да, писателя. И плюс совсем чуть-чуть. Это бумага и ручка. Да. Понятно, когда сценарии писали по вашей повести, нам тоже только нужны были клавиши компьютера. Но, к сожалению, кинопроизводство — это такой дорогостоящий процесс. Вот, и все оттягивается в виде поиска денег, так называемого бюджета для фильма. Так что, Михаил Николаевич, мы обязательно снимем, да, фильм. И я думаю, что он будет представлять нашу Чувашию. Это по повести «Не сжатый сноп незасеянного поля». Написан уже сценарий давно уже, в принципе. Все ищем деньги, финансируем. Она выиграла, этот сценарий выиграл. На питчингах несколько, да, и в Татарстане, и здесь, в Чувашии, но пока поезд стоит. На запасном пути. О нашем союзе. Сразу оцениваю работу нашего правления, ну, хорошо. Хотя есть удовлетворен, не удовлетворен. Я все-таки привык сказать хорошо. А какую задачу мы выполняем? Раньше говорили, только информация, информация, информация. А мы ведь с вами опоздали. Мы-то сейчас должны формировать, это наша задача, новые поколения, новые мысли, новые, будем считать, ну, не побоюсь слова сказать, новых людей. Патриотизма у нас сейчас, к сожалению, у многих нету. Просто мы цинично научились говорить, улыбаться и говорить, вот мы переживаем, а внутри пусто, к сожалению. А что мы имеем в своей литературе? Что мы пишем? Я одного товарища читал, на каждой странице у него вешаются, умирают и так далее. Конец, все умерли. Он мне редактировать дал, я говорю, а что ты должен? Ты должен хорошо написать. Извините, пожалуйста. Если мы являемся писателями, мы должны людей уже дать, хоть своей литературе, дать надежду, шанс, чтобы было хорошо. А какие мы должны быть? Сегодня, мне кажется, это мое убеждение, кажется, как никогда нужны сегодня преданные писатели, фанаты своей России, Чувашии. Без этого ничего не изменится. Я надеюсь, в ближайшее время мы осмыслим, и в ближайшее время у нас появятся новые произведения, новыми идеями. Спасибо большое. Записи я знаю. Вот в дополнение к сказанному, хотелось бы вот в этом зале видеть молодые лица. И вот то, что занималась Слава Ивановна молодыми дарованиями, вот хотелось бы, чтобы каждый из нас видел рядом с собой, значит, светлые лица, значит, творческие лица, значит, людей, которых мы видим, что они поцелованы Богом, чтобы они занимались русским словом. То есть, не сидели в гаджетах там, значит, не черпали знания свои из гаджетов, а чтобы они ходили в библиотеки, чтобы занимались русским словом, чтобы, если они национальные дарования, поэты, писатели, чтобы занимались своим языком, продвигали его в массы, чтобы господин Миши вручал им и премии, и награды, и принимал их в свой союз. В смысле, в наш союз. А в дополнение, вот здесь было сказано про капли крови, буквально 4 строки. Мне жаль любую каплю крови красной, но цвет ее никто не отличит от крови мальчиков и девочек Донбасса. Весь мир все это видит, но молчит. Спасибо. Следующий у нас Ильичева, пожалуйста.
Пожалуйста, еще. Так. Сами представь, я фамилию не знаю. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые делегаты 8-го съезда Союза писателей Чувашской Республики. Очень приятно то, что вы присутствуете, уважаете наш национальный чувашский народ. Я говорю, наша республика очень богатая, кого только с нами нет, но безумно я рада, что именно в такой день пришли даже из Пакистана, из Белоруссии, Марийской республики, Удмуртии. Жаль, что Анатолий Николаевич Иголкин не приехал. Всем большое спасибо. Отрадно перед вами хочу 2-3 слова сказать. Первое. Мы все являемся членами Союза писателей, но, увы, хочу немного сделать замечание, только без обиды. Вот мы здесь числимся, на взносы мы не платим. Уважаемые писатели, прошу внимания, именно учесть это. Неужели в год раз 500 рублей жалко платить? Ведь, знаете, правление Союза писателей тоже нелегко. Они покупают и бумаги, наградные листы, папки и прочее, делают материальную помощь кому-то. Кто-то уходит из нашей среды. И вот как сегодня, сколько людей покинули, талантливые писатели, покинули наш мир. А ведь это все-таки провожать нужно, всегда сообщать. Мы провожаем вот Розу Ивановну, как проводили. Это было грустно. Мы должны друг о друге беспокоиться. Но вы некоторые забывают. А все-таки, я думаю, взносах не забывайте. Нужно вести учет. Неужели 500 рублей мы не в состоянии в год раз заплатить? Я думаю, вы согласитесь на это? Почему вы молчите? Ну где же ваша история? Вы такие писатели, талантливые, как приятно быть. Спасибо. Михаил Николаевич, мужайтесь, терпите. Вам нелегко над всеми вести руководство. Сейчас такое тяжелое время, надо ценить, беречь Михаила Николаевича. Спасибо. Меня зовут Адил Николай Михайлович. А вы узнали, наверное, когда учили. Я не смею себя еще называть писателем, хотя у меня 8 книг изданных, ну, может быть, собиратель я, наверное, перескачки или чего-то такое. Я считаю себя предпринимателем в первую очередь. В чувашке это называется хатланджик, правильный перевод, не усламжа, не пайдажа, а хатланджик. Мы пытаемся, пробуем и так далее. И этими зарабатываем себе, платим государству немалые налоги. Но 5 минут выделены, это не сказать ничего про проблемы чувашской орфографии, чувашского языка. Поэтому я как бы сразу перейду к делу. 19 февраля 2022 года после избрания меня в октябре председателем Центрального совета чувашских старейшин я по плану провел в здании или помещении музея СССР очередное, или даже, можно сказать, первое собрание чувашских старейшин. Я просто оттуда, наверное, зачитаю решения готовые, немножко отбрасываем. Мы приняли там 18 пунктов, я зачитаю где-то меньше половины. Первое. Отменить постановление Президиума Верховного Совета Чувашской Республики от 11 марта 1992 года и постановление Госсовета Чувашской Республики номер 88 от 13 ноября 1994 года об изменении правописания, внедрением правила раздельного написания сложных слов, принятых, как мы знаем, из стенографии этих совещаний, принятых без обсуждения, обоснования с нарушением регламента. Об этом пишут, говорят, возмущаются 20 лет. Писатели, журналисты и так далее. Поэтому я ничего рассказывать об этом не буду. И могу только лишь чуть привести здесь из книги Михаила Николаевича Юхмы цитату, которую я написал в своей статье «С топором на грамматику», которую разослал многим, в том числе Николаеву. Еще в 50-е годы, дойду до этого, прошлого века ведущий нас языковед, крупнейший ученый Василий Георгиевич Егоров писал, что надо немедленно ввести звонкие согласные, но их до сих пор не ввели. Говорим шубашкар, пишем шубашкар. Надо немедленно забраковать
орфографии 92-94 годов и вернуться к старой орфографии 1938 года. А тех, кто сделал все возможное и невозможное, чтобы уничтожить наш любимый чувашский язык, то есть поименно Андреева, Виноградова, Хузангая, Леонтьева, надо к позорному столбу. Но люди пока еще живы, но продолжая, хочу сказать, что такая активная деятельность, значит, продолжается и активно причем. Второй пункт решения Совета, значит, в орфографии поддержку чувашских слов глухие согласные буквы Н, П, К, Т, Ш, С изменить на звонкие согласные, если в разговорной речи они слышатся и произносятся звонко. То есть все-таки следует слова так, как они слышатся. Ну, говорим мы действительно Шубашкар, пишем Шубашкар и так далее. Азамат говорим, Светлана Азамат, а пишем Асамат. Название, следующее решение мы приняли, предложение. А название месяца писать по-прежнему, по-русски, без изменений. Январь, февраль, март. Но время, Карлаш, Юби и так далее, это путаемся мы. И они путаются, и писатели, и журналисты сами даже. Это ничего не дает, никакого прогресса для развития чувашского языка и чувашского народа. Далее сразу перехожу. Одобрить инициативу образования благотворительного фонда содействия в развитии письменности чуваш, в частности, верховых чуваш имени Еремея Рожанского. Это, можно сказать, забытое имя, который за 100 лет до уважаемого Ивана Яковлевича Яковлева создал первую чувашскую грамматику, правда, на диалекте верховых чуваш. Многие, наверное, об этом знают. Мы такую инициативу решили поддержать. Далее. 11 пункт. Считать чрезвычайно ошибочным скороспешное издание нового, модернизированного под якобы авторством Скворцова чувашско-русского словаря со множеством вновь допущенных ошибок. Призываем прекратить подготовительную работу по изданию второго тома и вернуть этот словарь на доработку. По этому поводу мне пришлось немножко и покопаться. Купил я этот новый словарь, новомодный словарь, значит, за 1100 рублей. Есть у меня и словарь Скворцова, начал сравнивать там, но совершенно дико читать модернизированный новый словарь. Ранний словарь собирали, составляли под руководством Скворцова 12 авторов, сейчас 3. Но самое интересное, на обложке искаженного словаря золотыми буквами написано М.И. Скворцов, как будто это его книга, как будто это он редактировал это. Но там столько искажений, в том числе те слитные слова, написанные, значит, на чувашской орфографии слитно, допустим, Булатака, Чучандалок, там, Кераджи и так далее, так, все они разделены. Ну, наверное, Скворцов, если стал бы, разнес бы, наверное, пух и прах, но все-таки они пишут и, прикрываясь, узаканивают обезображивание чувашской орфографии, вот, издавая вот такие на многомиллионные деньги вот этот словарь. Там много и технических ошибок, даже вот сравнивая, да, как бы, смотрю, там, 5 минут не стекло еще, есть Эшпель, ну, но новенькие пишут, Эшпель то же, что самое Ихруды. Открывай Скворцов. Скворцов пишет, эшпель – это название растения, из которого это является начинкой для приготовления пирогов. А эти, наверное, читали, это вот то, что ихруды, потому что ухруды действительно, значит, сушат и являются начинкой для пирогов. Фактически ихруды – это дикий лук. То есть, ссылаясь молодежь на этот словарь, скажет, дикий лук – это эшпель. Это совершенно разные растения. Но, правда, и Скворцов не знал об этом, русские названия. А тут таких путаниц полно. Ну, просто безобразно смотреть. Поэтому отдельное решение, как бы, значит, подготовили. И такое решение даже, обсудив, не пересказывая, первый том в 2000 экземпляров необходимо утилизировать, скомпенсировав ущерб за счет составителей и организаторов по изданию нового словаря, а также других причастных к этому проекту всех должностных лиц. Для выявления фактов искажения слов, определения качества нового словаря, создать комиссию из членов Союза писателей, составить, допустим, 5-7 человек. Ну, чтобы каждый действительно убедился в этом, действительно это так ли, не так ли.
Ну и по установлению фактов искажения словаря Михаила Ивановича Скворцова 50-летней давности нынешними авторами подать жалобу в прокуратуру республики, либо обратиться в суд с соответствующей просьбой. Благо у нас тут есть и адвокат, и Евгений тогда в этом деле, наверное, поможет. Это только не говорильня, не мольбы, не коленопреклонство, там, ничего не возымеет на власть. Только такие действия. Отменить забракованный словарь. Тогда не, это факт. Это легко доказать. Положив 2 книги, адвокаты, судьи и так далее. Тогда они действительно задумаются. Там творится беспредел, значит, на поле чувашской орфографии. Мы, значит, благодаря этим искажениям теряем молодежь. Молодежи трудно читать, не хотят читать. Переходят как бы большей частью на русский язык, хотя они нам также нужны, также дороги наши дети, но мы должны еще тянуть к себе их, чтобы из числа русских переходили и с удовольствием изучали чувашский язык. Кто знает один язык, 1 голова, 2 языка, это уже 2 головы умнее, 3, еще 3 умнее. У меня дочка, но для сведения, у меня 4 детей, 3 не знают чувашский язык. Но, правда, не знаю, еще мордовка. Значит, не больше русский. Последняя дочка, Анна, она учится сейчас на Урале, переводоведением заканчивает Уральский университет, французский, английский, слова. Мы с ней говорим по-чувашски, втягивая его там. Именно полагая на это, что дополнительный язык – это еще одно богатство. Далее, значит, знакомлю, как бы, призвать, ну, на всякий случай, призывать правительство Российской Федерации и Чувашской Республики принять на законодательном уровне соответствующие правовые акты по возрождению профессиональных союзов во всех трудовых коллективах. Это было в советское время. Если были бы профессиональные союзы, не было бы такой гибели людей, шахтеров, Кемерово, других местах и так далее. Сейчас их нет. Это надо. У немцев есть капиталистов, у русских капиталистов этого нету. Далее, значит, вот сегодня уже об этом говорили, мы приняли вот такое решение, я тоже предлагаю принять. Осуждаем стягивание вооружений США и их сателлитов к границам ЛНР и ДНР, призываем правительство России защитить права граждан этих республик на свободу, за безопасную помощь, а российским гражданам оказывать им материальную помощь. Я в проекте решения тоже также, в принципе, записал. Мы, значит, ну, коллектив вокруг нас, мы собрали вещи, отвезли, значит, это помощь. Поэтому я даже вот такое решение, призыв одобрения, ну, прошу принять на уровне протокольного решения. Просто далее, ну, то, что касается грамматики, орфографии, аббревиатуры мы приняли типа ВДНХ, там, ГИБДД, ДОСАП, ЮНЕСКО, там, СССР, ШНАНИ, ТАСС, там. Не нужно стараться переводить на смешные словокомбинации. Ну, попробуйте, допустим, вот аббревиатура Чувашская национальная академия наук и искусств на чувашский язык. Очень, ну, ГИБДД. Никто из вас правильно сейчас не назовет сокращенным виде это ГИБДД. Не пытайтесь, не сумеете. Ну зачем это мучить себя? Это ничего это не дает. Мы вели на радио дискуссию об этом 9 марта. Ну, доктор права, работница, доцент ЧГУ, Чувашского государственного университета, говорит, наверное, говорит, надо создать словарь. Словаря будем искать, как это переводится и так далее. Да не нужно усложнять до такой степени, вот такой узкий вид меня просто удивляет. Далее, значит, ну, по этому, детей там, так, ну и потребовать от правительства изменения состава комиссии по языку, включив туда представителей профильных общественных организаций, Совета старейшин и даже представителей из общества читателей книголюбов. Потому что на мои письма, в частности, из того же университета отвечают, вопросы, касающиеся чувашской орфографии, должны рассматриваться только комиссией по чувашскому языку, а не отдельным организациям. То есть мы не имеем никакого права, На мои письма в газете «Хыбар» вышла такая статья «Тухтар самолюдавич термибулдаремась». То есть вы люди второго сорта. Вы не можете касаться ни того и так далее. Меня научили чувашскому языку неграмотные
отец и мать. Они не успели, не умели писать. Неграмотные. Сейчас нужно детей учить вначале разговаривать, потом уже грамоте и так далее. Вот мое краткое такое выступление. 5 или 6 минут я выложился. Спасибо. Замены романтического слова «нарс» словом «марк». Марк, например, Америка использует, а «нарс» Неврус по-другому использует Турция, 88 миллионов населения, Иран, который поддерживает Россию, если вы политизируете. Потом маленький народ караимов имеет десятки названий месяцев. И название месяцев это все-таки все пережитое народом исторически отображено в этих названиях. Все месяца не надо менять, по-моему. И нас это Навруз тот же. У тех же казахов, у тех же там родственных народов, о которых вы знаете. Это вопрос спорный. Я никогда не помню, чтобы у нас деревня называли месяца, Карла, чего и так далее. Мы не знаем этого. Пусть это будет в газетах. Спасибо. У меня есть такое предложение, которое меня волнует давно и волнует не только меня. Здесь еще есть люди, которые тоже об этом думают. И в согласии вместе мы вот решили выступить с таким небольшим заявлением. Чавашвада галасполь, мана такшанах первый дугу мандарат, и куйдова путинжиш татсабаман, кунда пирмбадрда паян Чинежу Башкардан гильне пиде бузык академия директоры ларать Иван Михайлович Селиван. Волда шагайдова хускатны премар, тады ты шагайдова ты земле хускатны, шамбадай пхалшак идва вулазы бараша. Ширав жезем бедеп тев жезем, тада общество деятельзем, юхмамиши сагурын билик шугулдарни шудагурза, вог журазаюсни падли районенти сыгыт яленди школа, он я тебе барас идва темиши шугайла хускатныча. Тем же шагайду шаг кунчень вишнейший день мерихан. Пирин съест я тебе и бирхамр шугу шагал стетпер, падли районенди юхмамиши хойверензе дух на сыгыт яленди школа, он я тебе барас сине, пурге брле, урганыне, паян шаг пирин сестра, пильдерсе сире, урвама идадып. Миле жутладыр, килиш милей, межин дезесен юхмамиши вол сагурын биликшу тугдарны май, пиди май ишлене, вол пиди пызык иду земжеклене Чуваш республики жайынде, тенде жайынде, пиди умбек палы марзинзен, я дезенеде, тван школезен, ятне барышы, тада ты организации зен, уявзен, тада тирлі мероприятия я дезенеде барышы был, шамбада манжутпа Михаил Николаевич тивишле, хойын тван школьне, унын ятне бама. Так, ставим на голосование, это как говорится большой вопрос, поэтому кто за то, чтобы... Разрешите дополнить? Надо дополнить вот да. Дополните. Разрешите? Дополните, разрешите, я прошу. Всегда пожалуйста. Да. Уважаемые коллеги, я являюсь ректором Академии технологий управления в городе Новочебоксарск, доктор биологических наук, профессор. Михаил Николаевич, если говорить, это целая история, это эпоха. Как только мы начали с ним рука об руку, это более четверть века, очень много доброго сделано в нашем коллективе. То, что сегодня было предложение такое присвоить имя нашего дорогого друга, дорогого писателя, человечного по всем человеческим качествам Михаила Николаевича, мне кажется, это высокая честь нашего писательского союза. Более 25 лет Михаил Николаевич, я лично его знаю, я сам родом из Батырска, вечный человек. Мне кажется, убеждать вот тут, который сидящий, нет необходимости, мы все это знаем. Я изучил этот вопрос на уровне Батырского района, поскольку и сам Батырский район. Принципиальных возражений или что-то такое нет. Если будет от нас вот такое предложение, я ничуть не сомневаюсь, предложение будет принято. Сейчас разрабатывается положение о переименовании школ, средних и иных школ. Это будет как никогда кстати. Я вас прошу, уважаемые коллеги, я как земляк, это не просто земляк, а я к нему отношусь с глубоким уважением. Это человечный человек. По любому вопросу, когда бы не обратился, всегда получишь соответствующий совет и консультации.
Это редко в наше время, знаете, это так. Мне 25, мне 30 лет, мне 73 год. Более четверти века, вот я с ним дружу, я ни разу не видел, не замечал, чтобы он хамелеонским таким отношением относился. Я очень администрацию и главе администрации, главе Баторовского района вот таким предложением. Спасибо за внимание. Так, еще добавлю. Школа хорошо. Вот мы летом в Юманае школу переименовали, и Михаил Николаевич там был, и в честь Селестяна Михайловича Архипова. И школу он переименовал, на фасаде школы должен доска с Баралев Михаил Николаевич, что он здесь в таком году учился, и такой великий человек. Его прошу включить протокол. Да. Потом это тяжело будет по новой выбивать, решение съезда. Думаю, Михаил Николаевич не обидит, что его Баралев, памятная доска на черном граните. Добавьте, пожалуйста. Тоже сегодня же голосуем. Желательно наших народных чувашских героев надо оценить при жизни. После смерти это у нас принято, но надо при жизни, если есть возможность. Да, и я прошу всех голосовать, вот и памятную доску ставить, и школу переименовать в честь Михаила Николаевича Юхмы. Я очень знаю, как тяжело шел у Селестяна Михайловича Архипова, Юманая. Я там участвую. Все, принимайте мои предложения. Предложение поддержать, уважаемые. Да. Официально голосовать будем, не будет условий. Как говорится, кто какой. Кто за то, чтобы где учился Михаил Николаевич, как было предложено, дать, значит, его, назвать его именем. Где-то здесь было, значит, Юрий также говорил, вот, Паралев где-то, значит, вот все вот это, потом это походу. Значит, кто за это предложение, прошу проголосовать. Установлением памятной доски. Против. Есть второе предложение, да, памятная доска. Памятная доска на фасаде школы. Я что сказал? Я не сказал. Памятную доску, значит, я говорю. Значит, вместе предложенный Юрий сказал. Значит, все, единогласно. Против есть? Я видел, все подняли. Единогласно. Спасибо. Ага, ну и в конце я хочу сказать, что на поддержку. И я хочу сказать, что в общем-то, от себя лично я обещаю все свои книги передать этой школе для того, чтобы ученики могли, скажем, воспользоваться, читать, учить эти стихи. Думаю, что мое предложение тоже поддержите, и школе тоже максимально, кто одну, кто две, сколько книг сможете, скажем, предоставить для библиотеки данной школы. Я понял, каждый писатель, который, значит, чтобы свои книги подарить туда. Вот поедем, как говорится, коллективно, наш союз. Вы, значит, тоже кто, может быть, все поедем, открывать. Это здорово было бы организовать. И берите свои, что есть для школы. Это ценность, ваши произведения, ваши книги. Значит, подарите. Так, спасибо. Дальше быстро, молодцы, оперативно идем. Следующий. Я фамилию не знаю, поэтому... Ремеш наци конгрессе хыщен, я на раза шагами ежедомла программа, ну да конкретно кадарна. Магазин я не, вокзал я не, предприятие я не, чавашла, выросла, ширмала, шамжан жухульбирну шагу жарна, я вам и шагу тень. Тогда идите, чик закутим. Вот сейчас я мечта, я вам из мечта, здесь ведь мало перед. Купер, кугл видео, пужоменде. Вот те я была, вот поград. Милиция булатыры, прокуратура булатыры, судра булатыры, милюштежинде булатыры. Я бір чувашла сайвлен ширма, бір мес бір. Тіріс бағзай пюгараси чувашла ширма бір мес бұны южын машиде бір. Вот шағын бергешін ден перін калаш балла. Октябрь пыдекте сілізігдарды. И бір вырысларан, бір егі самаға сама шигініне чувашла через кужарай бұспары.
Чувашlar выросла bu жерде маслар. А кизи катара пыжык тесик атман кизи мый тарам. А тебер чарыну Чуваши хона шурчи. Тезе кушарна. Так, ну, каши Чуваши. Шаблотка выросла. Ну, чарны дорога. Хали ютрат туван на хана думаш. Мылы хана шурчи булма булдара. Учачукта котантып сыгылажа бере жукта. А Чуваши лайык вырыласа машыгыну деликлене алды. Шергашма ярха, шергультма ярха. А, шутта шай харлажа. Ана суйлашып меде лартмаланча. Бiri вырыскышым каймалама. Кусыкшанда пухмалла. Буна күз костун келлима. Акта да жебре болсак да кайде. Инже кайбасма. Жебарча, ну, Ленинла комсомолурами. Бля, он Ленинла. Чуваши була сыстала бугаттини. Ивану хаты трохлачу. Бунда да бузыктан келлимаринде. Ленин я тебе изебре мосула. Пиди или блиды сабайла лайк. Кужарын атча шайлажай. Шарзе кыста суды индиле вари. Шарзын кылы жама. Бышынча булбала. Бышыне вот етпет дармала. А теперь как раз. Теперь Чапаев сиере. Бұл тазарақ бет Анжақта Чапаевын Чувашқа үмек формузе конечно рашпаш. Чапаевды Николаша бол негар бол да білек бұрға. Оның сквер уман. Бұнда қалипиді лайка. Чапаев ячелі сквер. Демезе. Естірзекара. Си тымарнеланмалла. Вот. Сидің маре мінре. Құлай исполкоменте. Культура байы бұл. Культура байынте. Еші байы. Бәрті вашла білеген чекші. Вот. Айдет он бе пиги лежит. Оймисту мала суда мала трогаться мюрсом барзин. Тарта. Лашка татаса чернизе. Вот инже как господа. Увра булдым. Академия буйынча бул тапсаларыды. Зачем калаш тебе kan депчими тине время юрада ташла жетпесе паксадырады. Мен туда сен кураши кампуза кампалыш. Ну да. Мен сен папа бетер вообще что мы Вот ты секрет. Правительственный дачук. Вы вообще из Лара Швидкова. Да мы же почему из Лара правительственный, правительственный семчук. Сейчас я пустан, вас сейчас делать мало. Вы же халка тебе калашать, халка тебе что здесь сидя бурнать, переделай кураж, хотя минь ты тумашь.